своими, так и чужими. Познавательные уроки об изобретательстве и техническом творчестве, о праве интеллектуальной собственности дают ребятам знания об объектах интеллектуальной собственности и их защите, знакомят с изобретениями и изобретателями Республики Коми и с их техническими решениями. Здесь на помощь приходят организации проведения республиканского международного конкурса детского бляха-муха. Организация и проведение республиканского этапа международного детского конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее» совместно с библиотеками районов и городов нашей республики. Выявление... Так, все, капец. Организация и проведение республиканского этапа международного детского конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее» совместно с библиотеками городов и районов республики выявляет изобретательных детей, которым оказывается помощь в оформлении заявочных документов на получение охранного документа. Материалов заявки на получение охранных документов. Благодаря всеобщим усилиям ребята стали патентообладателями. На сегодняшний день их 12. ЦПТИ Национальной библиотеки в год осуществляет порядка 200 консультаций и направляется 10 заявочных документов на получение охраны изобретений, патентных моделей и промышленных образцов. Чаще обращаются самостоятельные авторы, которые увлечены изобретательством. Специалистами центра были оформлены заявки на различные объекты интеллектуальной деятельности. Например, Шульга Александр Николаевич. Шульга Александр Николаевич. Лавровский Алексей. Гринчук Михаил. Зильберг Леонид. Пигулин Дмитрий Иванович, Боровлев Михаил Александрович. Также, конечно, авторы промышленных образцов Кретинин Владимир. Посмотри, предлагаю послушать поздравления одного из изобретателей, который создал конструкцию болота лыж. На самом деле конструкция проста. Две пластиковые загнутые с одного конца трубы скреплены между собой хомутами. Сверху установлены платформы для фиксации ноги, минимум расходных материалов и времени на изготовление пистолета, отличное сложение от дровяного покрова. Автором является Клоков Александр Митрофанович. Одним из востребованных направлений центра является регистрация товарных знаков. Если ранее оформлялось 2-3 заявки в год, то в последнее время это 7-8 заявок. Осуществляется регистрация товарных знаков, таких как пироги по коме, автобестро, сияние севера, земли севера, языковая студия Лингва, физико-математический интернат, многие другие. Сейчас предлагаю послушать поздравления одного из предпринимателей, который обратился к нам в центр. Это Самир Исаев, который является правообладателем товарного знака «Великий». Вот такие позитивные предприниматели, которые приходят к нам в центр. У нас коллектив очень дружный, действительно сформирован из 4 сотрудников. Мы всегда готовы. Сегодня коллектив ЦПТИ состоит из 4 человек. Мы всегда готовы к сотрудничеству и заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном партнерстве. Ну, завершая нашу встречу, хотелось бы предоставить слово руководителю ЦПТИ Национальной библиотеки Фасаховой Любови Александровне. Капзда. И чтобы у нас выбор все там было видно. Нет, вот там, чтобы было все. Ну, допустим, ты включаешь презентацию. Куда я должна включить? Давай. Мне, короче, придется здесь сидеть, где-то пальцем нажимаем. Что лучше здесь?
Допустим, вот, да, мы с этого начинаем. Нет, лучше сразу с презентации включи, чтобы уже не лазить. Ну и видит и нас наверху. Все. То есть мы можем даже начать. Есть клетки в республике. И Ира начинает, и потом смотри, приветственное слово. Поэтому ты ее выключаешь, я здесь написала, без презентации. Да, не слышно? Ты этому, если на потом, Я получаю. да. Они говорят, дальше. Может быть, микрофон только у кого-то одного. То есть здесь ты переключил, она сказала, и дальше переключаешь снова на презентацию. Что мне вот как-то вот у тебя. Потом, значит, Ира говорит слова, и, соответственно, вот. Мы идем дальше. Ты показала, сейчас, Стас, давай я тогда распечатаю, ты пока себе пропиши, как ты считаешь, нужно написать. Даже у тебя будет. Ты слышал человек говорить? Еще народ придет, еще. Ладно, тут как. Народ придет и что? Есть сюда еще народ придет. Ну, одна презентация, если твой. Или Владимир. Ой, да можно? Ну, чтобы они не слышали, то да. Слышишь, это хотела сказать. И у нас видео, ну как, куда оно, нам видео запустить? Да. Давай забери. Скачали сейчас?
Если пустим, сегодня что-то здесь определяет. Наверное, нормально будет. Чуть попозже. Да. Комнату вообще не пришли. Сейчас все соберемся. Еще Сашка, что анимацию не слушает. Знаете, это классно. Это Волков тогда взял и по фамильяру. Вот. Ну, как бы с точки зрения выхода, это знаю. И я даже. Все работают. Скриншот Все будешь зависит. делать? А, или ты тут сидишь? Попроси кого-нибудь скриншот делать. Нет? Да. Ну, так, чтобы... Подожди, скриншот экрана. Да, по-любому надо будет на всякий случай да. сделать скриншот. И так, мало ли, ты там новость будешь писать какую-нибудь. Что, тоже так интересно. Видео есть? Нет. Да, да. Сделаешь скриншоты всех? Нет, не сделал. Не, у него очень много Да? задач. Можешь вот на соседнем ноутбуке. У вас же что-то вебовский будет, зачем вам? Не, Я говорю, а? Что? Ну, потом если... На YouTube будет только количество не показывает. Соответственно, не показывает. Говорящий голову или говорю. На Ютубе? Тогда пусть будет презентация. Такое видео. Время-то уже. Скорее всего. Ну, Корректировать надо. Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем таком онлайн-мероприятии, которое посвящено 10-летнему юбилею Центра поддержки технологий и инноваций при Национальной библиотеке Республики Коми. Сегодня мы поговорим о хронологии событий инфраструктуры центра, расскажем о людях, которые работают в ней, об их энтузиазме и желании помогать изобретателям, научным сотрудникам, бизнес-сообществу в получении информации, которая связана с интеллектуальной собственностью. Я просто не знаю, ты как направила. Я тут, видишь, вообще не знаю. Сейчас. Здесь вот просто убрала сотрудники, сотрудничества. Да, Здесь вот уже не говоришь, кто где поправила и так далее. Но это тебе на всякий Ну, случай мало, да? просто, знаешь, тоже как бы Просто подглядывай на старт, например. У тебя же видно, получается у тебя презентация или нет. Просто молчи, ну как бы. Ну, ты же будешь тоже здесь видеть, что у тебя и показывается. То есть, если не крупно, ну что, что мне делать? просто молчи. Спасибо. Не, ну это должно нормально быть. Закрой, да? Ну да, Предлагаю перейти к торжественной части мероприятия и приглашаю приветственного слова заместителя начальника инновационной и промышленной политики Министерства экономического развития, заместителя начальника отдела инновационной и промышленной политики Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми Юлию Павловну Тихонову.
Спасибо, Юлия Павловна, за поздравления. Мы видим задачи и готовы к их реализации. Мы благодарны Министерству экономического развития и промышленности Республики за информационную и финансовую поддержку, которая позволяет проводить да, должен уровень с приглашением ведущих экспертов в сфере интеллектуальной собственности, а также повышать сотрудничество, поддержка помогает повышать компетенции специалистов, которые участвуют в деятельности ЦПТИ и Национальной библиотеки. Исторически сложилось, что упрощение доступа к техническим знаниям и повышение эффективности использования патентной информации мотивировало Всемирную организацию интеллектуальной собственности на реализацию проекта по созданию центров поддержки технологий и инноваций. Стартовал проект в 2009 году в ряде стран. Российская Федерация же присоединилась к нему в 2011 году. Координатором выступил Федеральный институт промышленной собственности. Сотрудничество с регионами выстраивает отделение ФИПС, это Всероссийская патентно-техническая библиотека, которая рассматривает вопросы деятельности ЦПТИ, организует крупные мероприятия и профессиональные встречи с ведущими специалистами патентного ведомства Российской Федерации. Библиотека, бляха, я не могу, у меня сейчас паника начнется остаться. Библиотека встречи проводит специалистов и руководителей наиболее эффективных центров поддержки технологий и инноваций с руководителями и специалистами только созданных ЦПТИ, что позволяет познакомиться с опытом организации работы и получить ответы на все волнующие вопросы. Библиотека проводит различные конкурсы, проекты среди центров поддержки технологий и инноваций России, такие как интеллектуальный хэштрэг или электронный дайджест, интеллектуальная собственность ученых и изобретателей, который отражает историю изобретательства регионов в лицах, ну и, конечно же, многие другие проекты. Сейчас для приветственного слова я приглашаю заведующего отделением Всероссийской патентно-технической библиотеки ФИПС, координатора международного проекта ЦПТИ Татьяну Викторовну Кузнецову. Татьяна Викторовна, спасибо за поздравления. Отделение ВПТБ Федерального института промышленной собственности является крупнейшим центром патентной информации и методическим центром в области патентной информации для центров и всех желающих, кто интересуется изобретательством. Мы благодарим вас за информационную поддержку, за организационную помощь. Специалисты библиотеки, постоянные участники мероприятий по интеллектуальной собственности, которые проводятся у нас в республике. И мы, конечно же, надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в проектах. Желаем вам преуспевать во всех делах и задумках, ну и, конечно же, дальнейших успехов и достижений в вашей ответственной работе. В республике первый центр поддержки технологий и инноваций был создан на базе Национальной библиотеки. Соглашение между Федеральным институтом промышленной собственности и библиотекой было подписано 30 мая 2012 года. В 2014 году с целью реализации соглашения о сотрудничестве между ФИПС и правительством Коми Национальная библиотека была определена уполномоченной организацией для взаимодействия с ФИПСом. Перед Национальной библиотекой были поставлены задачи: обеспечить доступ к патентным данным, организовать проведение консультационных, образовательных и информационных мероприятий, повысить активность региона, привить патентную культуру населения республики и, конечно же, оказание необходимой поддержки в патентных и экспертных услугах. Тогда руководителем центра руководителем центра стала Фасахова Любовь Александровна. Любовь Александровна, вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, почему было принято решение подключиться к проекту? Что сопутствовало, кто поддержал в этом начинании 10 лет назад?
Именно. Первые, кто поддержал проект республики, вошли в систему. Блин, господи. Здесь вот Здравствуйте. Первые, кто поддержал проект республики, вошли в систему. Институт химии, Коми, научного центра, Кузьминской создание на его базе. Центр распределения. Тысячелетняя деятельность Центра члена базы Федерального исследовательского центра КНЦ. Слово предоставляю ведущему КНЦ. Здравствуйте. Поприветствую, что я сейчас научили WebEx, они будут учиться. Мгм. Что, можно, да? Стас? Надежда Ивановна пришла?
Стас, приветствую. Добрый день, дорогие друзья. Я смотрю, вы собираетесь все. Рада всех приветствовать. Меня зовут Ирина, я сегодня буду неким таким модератором ведущей. Мы пока ждем еще наших гостей, пока собирайтесь. Как меня слышно и видно? Надеюсь, что хорошо. Видео, Но мне не звонила. Мне не звонила. Стас. Александр Митрофанович, здравствуйте. Включите, пожалуйста, звук, чтобы мы вас слышали, сделали проверку связи. Ударская ЦБС.
Друзья, еще раз всем здравствуйте. Еще пару минут. О, Татьяна Викторовна здесь. Здравствуйте. Ну что, коллеги, мы можем начинать? Пару минут еще. Друзья, можно обратную связь? Можно кого-нибудь послушать? Татьяна Викторовна, Добрый день, коллеги. Я рада вас видеть и приветствовать. микрофон у вас включен? Мы вас не слышим. Да, опять. Ну, не знаю. Сейчас, секундочку. У меня включен микрофон. У нас пару минут, у нас еще технический работает. Татьяна Викторовна, можно еще обратную связь? Не слышим. Микрофон выключен. У меня Нет, она из-за того, что мы ей сразу не сказали, она пошла второе окно, там вчера. Я думала, мы начнем, потом Не услышит. Видите, вы их-то не услышите. Там открыто будет, надо будет Да, половину снять. да. Девочкам еще обратиться можно будет, и они это все делают, да. Я уже забыла, где я раздевалась. Раз, два, три, четыре. Алло, коллеги. Вы знаете, что, во-первых, идет сплошной шум, ничего не слышно. Это раз. Во-вторых, хочу вам сказать, что у меня красный горит микрофон. Я ничего не могу сделать, это от вас зависит. Хорошо. Но шум идет постоянный. Ну что, дорогие друзья, начинаем. Небольшие технические неполадки. Еще раз рада вас всех приветствовать на нашем таком онлайн-мероприятии, которое посвящено 10-летнему юбилею Центра поддержки технологий и инноваций при Национальной библиотеке Республики Коми. Сегодня мы расскажем хронологию событий инфраструктуры нашего центра, расскажем о людях, которые работают в ней, об их энтузиазме и желании помогать изобретателям, бизнес-сообществу, научным сотрудникам в получении информации, которая связана с правом интеллектуальной собственности. И не будем части к поздравлениям. И первый, кого я хочу пригласить, это заместитель начальника отдела инновационной и промышленной политики Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми Юлию Павловну Тихонову. Спасибо. Всем добрый день. К сожалению, руководство министерства не смогло в силу загруженности по другим мероприятиям принять участие
таком хорошем событии. Поэтому позвольте мне от имени исполняющего обязанности министра Ольги Леонидовны Турышевой зачитать благодарственное письмо нашим коллегам. Уважаемая Екатерина Леонидовна, к сожалению, она тоже отсутствует, но ничего. Любовь Александровна, уважаемые сотрудники Центра поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки Республики Коми. От имени Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми и от себя лично поздравляю вас с десятилетием Центра поддержки технологий и инноваций. Думаю, без преувеличения можно сказать, что сегодня Центр – это один из наших главных помощников в вопросах инновационного развития региона. Сегодня изобретатели и предприниматели могут в свободном доступе получать услуги по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, различные консультации по инновационной тематике. Много работы проводится с молодежью, а это значит, что у республики есть потенциал для успешного развития инноваций, и самое главное, есть поколение активной молодежи, способной креативно мыслить и стремящейся самореализоваться через новаторство. Особо хотелось бы отметить деятельность Центра по созданию и расширению региональной сети таких центров поддержки технологий и инноваций. Это, безусловно, способствует расширению доступа заинтересованных лиц к информационно-консультационным услугам, к участию в мероприятиях по инновационной тематике и в целом повышению инновационной активности в Республике Коми. Позвольте выразить вам и коллективу Центра благодарность за плодотворное сотрудничество и пожелать дальнейших успехов в развитии изобретательства и интеллектуальной собственности в Республике Коми. Крепкого здоровья вам, благополучия, оптимизма вам и вашим близким. Спасибо. Спасибо, Юлия Павловна. Мы видим задачи, готовы к их реализации. Мы благодарны Министерству экономического развития и промышленности Республики Коми за информационную поддержку, за финансовую поддержку, которая позволяет проводить на должном уровне республиканские семинары с приглашением ведущих экспертов в области интеллектуальной собственности. И, конечно же, позволяет нам повышать компетенции специалистов, которые участвуют в деятельности Центра поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки. Спасибо вам большое. Ну что, друзья, исторически так сложилось, что упрощение доступа к техническим знаниям, повышение эффективности использования патентной информации мотивировало Всемирную организацию интеллектуальной собственности на реализацию проекта по созданию Центров поддержки технологий и инноваций. Стартовал проект в 2009 году в ряде стран. Российская Федерация присоединилась к нему в 2011 году. Координатором проекта в России выступил Федеральный институт промышленной собственности. В сотрудничестве с регионами выстраивает отделение ФИПС Всероссийская патентно-техническая библиотека. Библиотека рассматривает вопросы деятельности ПТИ, организует крупные мероприятия и профессиональные встречи с ведущими специалистами патентного ведомства Российской Федерации. ВПТБ проводит встречи специалистов и руководителей наиболее эффективных региональных ЦПТИ с руководителями и специалистами только созданных центров. Такие встречи помогают познакомиться с опытом организации работы и получить ответы на волнующие вопросы. Библиотека проводит среди ЦПТИ различные конкурсы, такие как, например, интеллектуальный хэштрэг или электронный дайджест. Это интеллектуальная собственность ученых и изобретателей, которая отражает историю изобретательства российских регионов в лицах и многие другие проекты. И сейчас для приветственного слова приглашаю заведующего отделением Всероссийской патентно-технической библиотеки ФИПС, координатора международного проекта Центра поддержки технологий и инноваций Татьяну Викторовну Кузнецову. Татьяна Викторовна, рада вас приветствовать. Спасибо, коллеги. Конечно, сегодня очень приятно приветствовать всех участников торжественного заседания, посвященного десятилетию Центра поддержки технологий и инноваций Коми. Вы знаете, это событие знаменует первенство республики по участию в создании сети ЦПТИ в Российской Федерации. И вы правы, в соответствии с тем меморандумом, который был подписан между Роспатентом и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, сеть была в России создана. Отрадно отметить, что за прошедшие 10 лет ЦПТИ Республики Коми стали неотъемлемой частью инфраструктуры и интеллектуальной собственности не только своего субъекта, но и в целом сети ЦПТИ России.
Хотелось бы отметить еще и то, что ЦПТИ действительно сосредоточил свою деятельность на популяризации интеллектуальной собственности в молодежной среде, о чем свидетельствуют результаты проекта «Легион умникам» с охватом более 6 тысяч человек. Осуществление адресной поддержки и помощи по оформлению заявок на изобретение и то, что государственная экспертиза 12 раз вынесла положительное решение и выдала охранные документы, конечно, таким достижением может похвастаться не каждый центр поддержки технологий и инноваций. Кроме того, третье место среди ЦПТИ во всероссийском конкурсе интеллектуальный хэш-трек. Это тоже хороший результат. И, конечно, это все означает лидерство ЦПТИ Республики Коми среди других центров поддержки технологий и инноваций в 65 субъектах Российской Федерации. Безусловно, без организатора Пасаховой Любови Александровны, бессменного руководителя ЦПТИ в течение 10 лет, вы знаете, это тоже достойно уважения, потому что кадры решают все, и то, что такой великолепный организатор, человек, очень творческий, с пониманием подходящихся к выполнению поставленных задач. Мы сейчас попробуем шум убрать. Что-нибудь можем сделать? Да, для начала попробуем перезайти, возможно, с нескольких Нет, вкладок. перезайти уже нет. Поставленных задач, то, конечно, львиная доля результатов принадлежит, конечно, Любови Александровне и тех коллегам, которые с ней работают. Но сделать еще в плане интеллектуальной собственности предстоит немало, потому что мы понимаем, что в нашей стране сейчас интеллектуальная собственность стала национальным приоритетом. Кроме того, в среднесрочном плане Всемирной организации по интеллектуальной собственности до 2026 года отражена необходимость сбалансированного подхода к созданию инновационных экосистем, представлению высококачественных услуг, знаний и данных в области интеллектуальной собственности, которые должны принести пользу человечеству, ни много ни мало, да, во всем мире. И, конечно, Роспатент сейчас сосредоточен на правоприменительной практике, которая выявляет новые потребности в детализации правового регулирования, проектирует стратегическое видение развития сферы и подходов к решению принципиально новых задач, стоящих перед современной цивилизацией, которые обозначены в качестве ключевой повестки ведущих патентных стран мира. Механизм управления системными изменениями предпринимательской среды, трансформация делового климата является одним из ориентиров совершенствования деятельности Роспатента, и, безусловно, к этой задаче присоединяется сеть центров поддержки технологий и инноваций нашей страны. Уже несколько лет успешно функционирует электронная подача заявок, что позволяет сократить сроки рассмотрения. При положительном решении экспертизы уже с 2021 года выдается не бумажный, а электронный документ, что, конечно, безусловно, говорит о том, что создается комфортная среда для изобретателей, заявителей и инноваторов. Кроме того, в развитии евразийской интеграции
ратифицирован договор о товарных знаках и наименовании мест происхождения товаров Евразийского экономического союза и протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции, он вступил в силу с марта 2022 года. Ну а с 1 августа 2021 года появилась возможность привлечения специализированных организаций к проведению предварительного информационного поиска и предварительной экспертизе и предварительной оценки охраноспособности. И сейчас уже целый ряд учреждений Российской Федерации претендует на то, что получить документ о таком новом виде своей деятельности. Кроме того, мы понимаем с вами, что миссия Центров поддержки технологий и инноваций – это патентно-информационная поддержка от замысла, от идеи изобретателя до ее коммерциализации. Поэтому сейчас надо сосредоточить усилия на то, что мысли, идеи, предложения, технические решения, которые создаются в республике, не только получили охранные документы, но и внедрялись в производство. И вот этот рынок, который позволит интеллектуальной собственности быть реализованным, будет свидетельствовать о том, что действительно вы правильно ощущаете новый вектор и новые потребности в развитии этой сферы в своем регионе. Мы видим с вами, что Роспатент стремится, безусловно, для сети ЦПТИ открывать свои патентные информационные ресурсы. И в этом году в промышленную эксплуатацию вводится 15 государственных информационных систем и информационных систем, доступ к которым будет предоставлен в первую очередь, конечно, всем центрам поддержки технологий и инноваций. Кроме того, мы понимаем, все это требует новых компетенций для тех специалистов, которые работают в сфере интеллектуальной собственности. И я думаю, организация помимо просветительства, популяризации и еще на основе взаимодействия с научно-образовательным центром ФИПС позволит ЦПТИ библиотеки национальной стать еще более востребованным в своем регионе. Стратегические ориентиры предполагают новые задачи. И, конечно, мы ждем о том, что новая позиция Центра поддержки технологий и инноваций в каждом субъекте, как одного из элементов структуры инновационной, будет проявляться. И кроме того, конечно, что те потребности и те задачи по удовлетворению достоверной и полной информации, которые предоставляют ЦПТИ, она тоже будет еще долгое время необходима. Вы знаете, сегодня очень интересное событие, потому что 10 лет и ЦПТИ, и 10 лет руководства ЦПТИ, которое мы тоже сегодня отмечаем со стороны Любови Александровны, совпало еще с тем, что президент нашей страны объявил десятилетие науки и технологий. Поэтому я думаю, что теперь вот на эту такую среднесрочную перспективу ЦПТИ должен тоже продумать, чем, собственно говоря, будет характеризоваться в ближайшие 10 лет его деятельность. И когда мы через 10 лет будем говорить и отмечать события 20 лет работы ЦПТИ, я думаю, ЦПТИ будет чем гордиться, и, конечно, регион признает
что без ЦПТИ, наверное, многие результаты не были бы достигнуты. Я желаю всем участникам хорошего настроения, здоровья. Желаю, чтобы всегда была возможность конструктивного диалога и те консолидированные цели, которые ставит республика перед инновационной сферой, ЦПТИ способствовала получению положительных результатов. И еще раз извините за то, что вот такой идет шум. Не знаю, слышали вы меня, но я слышу только гул. Благодарю вас за внимание. Татьяна Викторовна, несмотря на шум, мы услышали поздравления и теплые слова в наш адрес. Мы вам очень благодарны, нам очень приятно. Мы, конечно, не будем останавливаться на достигнутом. Будем и дальше покорять вершины в сфере интеллектуальной собственности. Задачи ЦПТИ нам ясны, мы будем их реализовывать, поддерживать миссию Центров поддержки технологий и инноваций и дальше, конечно, развивать это направление. В свою очередь, нам бы хотелось сказать, что ВПТБ ФИПС является крупнейшим центром патентной информации, методическим центром в области патентной информации для нас, ЦПТИ и всех интересующихся изобретательством. Мы благодарим вас за информационную поддержку, за организационную помощь, потому что специалисты ВПТБ, постоянные участники мероприятий по интеллектуальной собственности, которые проводятся у нас в республике. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в проектах. Желаем вам преуспевать во всех делах и задумках, желаем дальнейших успехов и достижений в вашей ответственной работе. Спасибо, Татьяна Викторовна, и вашим коллегам. В Республике Коми первый Центр поддержки технологий и инноваций был создан на базе Национальной библиотеки Республики Коми. Соглашение между Федеральным институтом промышленной собственности и библиотекой было подписано 30 мая 2012 года. В 2014 году с целью реализации соглашения о сотрудничестве между Федеральным институтом промышленной собственности и правительством Республики Коми Национальная библиотека была определена уполномоченной организацией для взаимодействия с ФИПС. Перед библиотекой были поставлены следующие задачи: обеспечить доступ к патентным данным, организовать проведение консультационных, образовательных, информационных мероприятий, повысить изобретательскую активность региона, привить вот эту патентную культуру населению нашей республики и, конечно же, оказывать необходимую поддержку в патентных и экспертных услугах. Руководителем Центра поддержки технологий и инноваций при Национальной библиотеке стала Фасахова Любовь Александровна. Любовь Александровна, расскажите, пожалуйста, почему было принято решение подключиться к такому проекту и что сопутствовало, кто поддержал вас в этом начинании 10 лет назад? Рада всех приветствовать, уважаемые коллеги. Я рада, что большая часть пришло лично нас поздравить, и это не может не говорить о том уважении к нам, которое мы за эти 10 лет заслужили. И на сегодняшний день я хочу поделиться историей, как вообще все это было, для того, чтобы это сохранилось у нас в памяти, потому что это мероприятие сохранится у нас в видеоформате. И я думаю, что мы его еще не раз будем пересматривать с вами. В сентябре 2011 года я пришла в Национальную библиотеку, устроилась в отдел патентно-технической экономической литературы, и в тот момент была директором Мифтахова Ольга Рудольфовна. И этот человек с огромнейшей энергетикой, с огромнейшим профессиональным опытом в области библиотечной отрасли. И в тот момент она горела желанием, чтобы улучшилась работа отдела патентно-технической экономической литературы. И чтобы в состав отдела входили специалисты с техническим образованием. В далеком 1960 году у истоков основания такого отдела стояла Зильберг Цилия Израилевна. Это очень известный специалист в области права интеллектуальной собственности, это инженер, это специалист в области библиотечного дела, это очень эрудированный человек. Она 43 года возглавляла отдел, и с ее именем связана как раз
активизации изобретательской рационализаторской деятельности у нас в Республике Коми. И вот она была на тот момент уже находясь на заслуженном отдыхе, она не могла оставить библиотеку, она постоянно приходила сюда, в эти стены, и она мотивировала нас, молодых специалистов, на то, чтобы мы занимались, продолжали эту деятельность. И она настолько смогла привить этот вкус к этой деятельности, патентной, помощь изобретателям и так дальше, что возбудила этот интерес. И я вместе со своей командой в количестве 1 человек, которая сейчас находится у нас, ведущий модератор Микшева Ирина Валерьевна, мы с ней стали заниматься тем, что начали выходить на новый уровень, искать возможности, какие уже сегодня существуют, для того, чтобы эта деятельность развивалась, и библиотека стала более привлекательной для читателей, для изобретателей, чтобы они, для науки, чтобы они сюда ходили, получали то, что им нужно, те ресурсы и так дальше. И вот так 30 мая уже 2012 года мы создали центр на базе Национальной библиотеки, заключили соглашение с Федеральным институтом промышленной собственности, а дальше уже началась кипящая работа, как мы ее называем. Необходимо было повышать наши компетенции, потому что их не хватало. Мы старались участвовать во всех мероприятиях, которые проводил ФИПС. Тогда они были не онлайн, они были офлайн, собирались мы достаточно редко. Но я хочу сказать огромнейшее спасибо, то, что ФИПС организовывала эти встречи, эти съезды, потому что нам, регионам, эта информация просто необходима, нам ее негде было взять на местах. Поэтому, когда мы выезжали, мы набирались опыта, мы брали лучшие практики других регионов, старались их применить у себя. И я хочу сказать, что это как глоток свежего воздуха для нас, участников, тех, кто только стоял у истоков получения этих знаний. Также, в свою очередь, мы проводили эти мероприятия у нас на базе Национальной библиотеки для всех категорий пользователей. Вели обратную связь, мы видели обратную связь и видели определенные результаты, и мы видели, как начинают люди подтягиваться за консультациями в области права интеллектуальной собственности. А как известно, спрос он порождает предложение, и у нас нам пришлось убедить наше руководство, а оно, слава богу, нас поддержало, и мы получили, нам удалось 2 специалистам пройти переподготовку в Российской государственной академии по интеллектуальной собственности, получить определенные компетенции, после которых мы смогли уже оформлять заявочные документы на получение охранных документов. Далее стояла задача расширить кадровый состав отдела, так как эта деятельность, она повлекала большой спрос, и мы просто стали не выкарабкиваться. Убедили опять же наше руководство в том, что нам это необходимо. Оно опять же пошло к нам навстречу, и сегодня нас 4 в составе Центра поддержки технологий и инноваций. И это специалисты разных отраслей, это и экономисты, и юристы, и 2 человека с техническим образованием, плюс 2 прошли переподготовку на патентоведах. Далее, в процессе общения с людьми, с профессионалами в этой области, которые работают на территории нашей республики, они начали сами проявлять интерес к центрам поддержки технологий и инноваций, создавать уже на своих базах такие центры. Кроме того, мы подключили 8 консультационных пунктов. Это наши, так сказать, люди, которые работают на местах в муниципальных образованиях. Главная их задача выявить этих изобретателей и как-то их поднаправить. Или самостоятельно какую-то информацию выдать, если уже что-то не получается, они их направляют к нам. То есть, чтобы у нас была некая выстроилась взаимосвязь. Кроме того, они точно, четко отрабатывают все, что касается популяризации интеллектуальной собственности среди молодежи. То есть на местах они работают с детками, то есть с самого раннего возраста начинают прививать эти знания молодежи. Как-то так вкратце можно описать, как это выстраивается в нашей республике. И я, конечно, очень рада сегодня об этом всем говорить, и знаю точно, что каждый из участников этого проекта, он мотивирован и живет этой темой помощи изобретателям, темой права интеллектуальной собственности. И мне, как руководителю, конечно, безусловно, хочется пополнять эти профессиональные ряды, расширять центры поддержки технологий и инноваций, которые будут создаваться в других организациях.
И чтобы повышать изобретательскую активность нашего региона и создавая еще более комфортную для нас жизнь, да, мы же знаем, что интеллектуальная собственность создает более комфортные для нас условия проживания и, в принципе, не только нам, всего человечества. Поэтому мы стремимся к этому, и я всем рада. Передаю слово ведущему. Александровна, прошли мы и воду, да, и медные трубы, но все хорошо, что хорошо у нас сейчас. Спасибо, да, за теплые слова. Мы не будем особо останавливаться, пойдем дальше, потому что много есть еще чего сказать. Благодаря подключению к международному проекту ЦПТИ и тесному взаимодействию с Федеральным институтом промышленной собственности республика приобрела инновационно-информационное пространство. Да? Сегодня выстраивается инфраструктура ЦПТИ и система межведомственных взаимодействий. Развивается профессиональный кадровый состав, ежегодно расширяется перечень оказываемых услуг. Первый, кто поддержал проект в республике и вошли в систему, это был Институт химии Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук. В 2016 году был заключен договор о создании на его базе ЦПТИ, а с 2019 года деятельность центра осуществляется на базе Федерального исследовательского института КНЦ. И сейчас мне хотелось бы передать слово юрисконсульту Института химии КНЦ УРУРАН Юлии Владимировне Коевой. Добрый день, коллеги. Рада всех приветствовать, рада видеть нас всех вместе. Любовь Александровна, спасибо вам большое, что вы уже 10 лет собираете нас на одной информационной площадке и, ну как, стимулируете, знаете, как бы движется один, и за вами все подтягиваются. Да, действительно, Любовь Александровна совершила, мне кажется, прорыв на тот момент, да, вот, потому что такой как раз был период, когда Цель Израильевна, великолепный человек, уже вышел на пенсию, и вот как бы немножко все это у нас остановилось, и благодаря Любовь Александровне, благодаря этому проекту, спасибо большое. Без презентации, пожалуйста. Да, был создан Центр поддержки технологий и инноваций второго уровня на базе Института химии. Это Российская академия наук. Но в тот момент как раз была реорганизация всех научно-исследовательских институтов, то есть ранее они были отдельными юридическими лицами. Произошла реорганизация с 2018 года и закончилась в 2019 году, объединился единый исследовательский центр, вот, и, соответственно, полномочия уже перешли в президиум Коми-научного центра, где на тот момент я работала. С Любовью Александровной мы очень сильно сотрудничали. У нас такая очень интересная аудитория наших изобретателей, они сами по себе ученые, у них фундаментальные научные исследования. Вот. И было принято решение нашим руководством на тот момент, что необходимо нам бы как бы немножко вот, провести грани, но тем не менее, Любовь Александровна, смотря на ваше стремление, работу с именно молодыми нашими изобретательными рецензаторами, школьниками, детским садом, да, на тот момент у вас очень обширная аудитория, у вас очень замечательный проект «Легион умников». Мы нашей командой тоже приняли решение вот, по подобию вашего региона вести школу инноваций, но мы работаем индивидуально со старшими школьниками, это около 2-3 человек. Вот, пытаемся их тоже вывести и показать популяризацию. А вообще, Любовь Александровна, я говорю, что вы дали нам такой старт развития Центра поддержки технологий и инноваций, и нас уже в вашей команде более 15, да, центров. Ну, если второго уровня. Да, вот, поэтому мы выражаем от Федерального исследовательского центра, Коми-научного центра огромную вам благодарность. Готовятся подарки, вот, поэтому спасибо, будем вместе сотрудничать, и благодарю вас за тесную, значит, взаимосвязь и взаимопомощь наших центров. Спасибо, Юлия Владимировна. Действительно,
время Федеральный исследовательский центр вносит огромный вклад в развитие инновационного потенциала нашего региона, потому что фундаментальные, поисковые, прикладные научные исследования, внедрение достижений науки способствуют технологическому, экономическому и, конечно же, социальному развитию нашей республики. Благодаря слаженной работе команды института, а в частности Печерской Любови Валерьевне, патентному поверенному Российской Федерации и человеку, который более 25 лет отдал и отдает служение изобретателям, сегодня Коми научный центр имеет более 150 действующих охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. Мы желаем вам неиссякаемого энтузиазма в работе и новых молодых специалистов, которые поддержат в дальнейшем развитие деятельности нашего центра. Спасибо еще раз, дорогие друзья. Ну что, на этом мы не останавливаемся. С 2017 года работает Центр поддержки технологий и инноваций при Коми Республиканской академии государственной службы управления. Академия является участником всех процессов, которые проходят в республике в сфере интеллектуальной собственности, реализуя все основные задачи и направления. Академия сегодня это площадка для проведения мероприятий по интеллектуальной собственности. И сегодня у нас присутствуют специалисты этого центра, руководитель Фединина Марина Серафимовна и Светличный Никита Игоревич. И сейчас я предоставляю слово Марине Серафимовне. Спасибо, уважаемые коллеги. Очень приятно находиться среди единомышленников, среди тех, которые делают науку и двигают тем самым республику вперед. Потому что без науки, без инноваций сейчас о развитии даже думать невозможно. А чтобы наука была результативной, она прежде всего должна быть практикоориентированной. Да? А для этого, естественно, нужно и оформление охранных документов, и внедрение их в жизнь. К сожалению, у нас сегодня руководство не смогло присутствовать, потому что наш ректор находится в отпуске. Так, и позвольте сочетать очень теплые адресные, очень теплый адрес. Уважаемая Любовь Александровна, от имени Коми Республиканской академии государственной службы и управления примите поздравления со знаменательной датой с десятилетием со дня создания Центра поддержки технологий и инноваций при Национальной библиотеке Республики Коми. За 10 лет работы с ПТИ достигнуты значительные результаты, важнейшим из которых является создание целой региональной системы по поддержке технологий и инноваций. Об этом сегодня очень много говорили. Будучи Центром технологий и инноваций второго уровня, Академия госслужбы рада являться одним из звеньев этой структуры, вашей структуры, и вносить вклад в развитие инновационной системы Республики Коми. За 10 лет руководимым вами Центром проведено сотни значимых мероприятий и консультаций. Стоит отметить одно из наиболее важных – это конкурс «Школьный патент. Шаг в будущее». Нам очень приятно, что все годы существования конкурса в Республике Коми Академия госслужб была причастна к ее реализации и выступала партнером по его проведению. Помогая молодому поколению через участие в конкурсе узнать, что такое интеллектуальная собственность, раскрыть данную тему и повысить интерес к вопросам интеллектуальной собственности, это и есть настоящий шаг в будущее. Помимо этого, конкурс дает прекрасную возможность реализации своих идей и решений, дает ключевые навыки работы в команде, а также дает интересный опыт публичных выступлений и защите проекта. Мы благодарим вас за сотрудничество и надеемся на дальнейшее плодотворное взаимодействие. И желаем, чтобы работа Центра поддержки технологий и инноваций процветала и набирала обороты и дальше. Больших успехов и достижений, интересных мероприятий и заинтересованных участников. Позвольте вручить вам и, естественно, подождите дальше. Давайте.
Спасибо. Спасибо, дорогие коллеги, спасибо, Марина Серафимовна, за теплые слова, за поздравления. Мы, конечно же, тоже очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. Ну, а по-другому быть никак не может, потому что вы, Академия государственной службы, ближе всего к одной из самых инновационных категорий населения, к молодежи, да, и мы желаем вам стать кузницей кадров в сфере интеллектуальной собственности, объединив усилия с вузами республики в этом направлении, ну и, конечно же, вместе с нами. Так что спасибо еще раз за теплые слова. В 2020 году к проекту подключился ООО «Газпром Трансгаз Ухта». Общество входит в тройку лидеров среди дочерних обществ ПАО «Газпром» в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности. Наконец 2020 года общее количество объектов патентных прав ООО «Газпром Трансгаз Ухта, имеющих действующие охранные документы, составило 83 единицы. Куратором деятельности ЦПТИ в обществе является технический отдел, который возглавляет Меркурьева Ирина Анатольевна. К нашему сожалению, Ирина Анатольевна не смогла присутствовать на нашем вебинаре, онлайн-мероприятии, потому что именно сейчас она летит на другое выездное мероприятие. Но хотелось бы отметить, что это один из крупнейших производственно-хозяйственных комплексов в единой системе газоснабжения России, и результаты общества именно патентно-лицензионной деятельности поднимают Республику Коми на высокий уровень инновационного развития. Отлично выстроенная система всесторонней поддержки общества стимулирует активность среди творческих работников. Мы желаем сотрудникам стабильности, благополучия и неиссякаемой творческой мысли в достижении новых вершин. Спасибо вам. Национальная библиотека является региональным методическим и ресурсным центром для библиотек нашей республики. Существует богатый опыт эффективного взаимодействия с муниципальными библиотеками по реализации государственных программ и проектов. И проект ВАИС не стал исключением. Ежегодно создаются консультационные пункты при муниципальных библиотеках нашего региона, которые на местах осуществляют работу с людьми творческими, с изобретателями и, конечно же, популяризируют вопросы и права интеллектуальной собственности среди молодежи. Я напомню, что у нас подписано 8 соглашений с библиотеками районов нашей республики. Выстроенная система взаимодействия с консультационными пунктами дает возможность оперативно помогать людям в решении вопросов, которые связаны с изобретательством, с интеллектуальной собственностью, поиском нужной патентной, а может и непатентной информации, и все это невзирая на территориальную удаленность. Важным направлением является приобщение детско-юношеской аудитории к знаниям, которые относятся к охране, использованию и распоряжению результатов интеллектуальной деятельности, как своим, так и чужим. Познавательные уроки об изобретательстве, техническом творчестве, о праве интеллектуальной собственности дают ребятам знания об объектах интеллектуальной собственности и их защите, знакомятся с изобретателями нашей республики и, конечно же, их техническими решениями. Стоит отметить, что организация проведения республиканского этапа международного детского конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее» совместно с библиотеками городов и районов нашей республики выявляет изобретательных людей, детей, которым оказывается помощь в оформлении материалов заявки на получение патента. Благодаря всеобщим усилиям ребята стали патентообладателями, и на сегодня их 12. Центр поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки в год осуществляет порядка 200 консультаций и направляется 10 заявочных документов на получение охраны, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Чаще всего обращаются самостоятельные авторы, которые увлечены изобретателем. Вот такие изобретения были оформлены специалистами нашего центра. И сейчас предлагаю послушать поздравления одного из изобретателей, который создал конструкцию болото-лыж. Конструкция довольно-таки проста. Две пластиковые загнутые с одного конца трубы, скрепленные между собой хомутами. Сверху установлены платформы для фиксации ноги. Минимум расходных материалов
и времени на изготовление, но при этом отличное скольжение по травяному покрову полот. Автором является Клоков Александр Митрофанович. Александр Митрофанович, мы приветствуем вас. Здравствуйте. Вы меня слышите? Слышим вас хорошо. Во-первых, я поздравляю Любовь Александровну. Полтора года патент. Ну, слава богу, мы дело довели до конца. И вот меня что огорчает, что лыжи я создал, я их испытал, я их усовершенствовал еще дополнительно. Но дело в том, что я не могу их воспроизвести на производство, потому что я уже самостоятельно обращался на Радианпласт, Ижевск, Москва, ЗАО и так далее. И везде отказ. Ну, как я думаю, вот вытащить вот это на гора, я не знаю. А охотники и рыбаки требуют эти лыжи. А свой материал, который я сделал, он не подходит, он хрупкий, понимаете? Нужен специальный материал, который вот этот, как за поджопники, извините, заражение делают, с горки катаются. Они не лопают на морозе и очень прочные. Они готовы даже платить по 10 тысяч, готовы платить. Ну, где Митрофанович эти лыжи, я не знаю. Я не в состоянии это сделать. Вот если Спортсады как-то через Минэкономику и так далее найдет этого изготовителя, я больше благодарен. Так что вот еще раз я поздравляю вот с десятилетием. Желаю счастья, здоровья, любви и так далее, и так далее. Пусть сердце бьется ваше чаще, гоняя в жилах вашу кровь, чтобы всегда по жизни с вами жила к инновации любовь. Будем стараться, а вам желаем дальнейших творческих успехов. У меня много еще задумок. Ну уникальная любовь. Один вкус на всю Россию, представляете? Я пробовал московскую, питерскую, симферопольскую, но там нет души, а в этой душа. Представляете? Бальзам Митрофанович вошел в десятку сильнейших мира. Даже ожоги второй степени лечат за неделю. Даже хирурги удивляются. Да. Даже разработок. Действительно, очень полезными свойствами обладает. Так, ну что, мы идем дальше, дорогие друзья. Хотелось бы еще отметить, что одним из востребованных направлений ЦПТИ Национальной библиотеки является регистрация товарных знаков. Если ранее оформлялось 2-3 заявки в год, то сейчас это 7-8 заявок. И это, конечно же, нас радует. Осуществлена регистрация таких товарных знаков, как «Пироги по Коми», «Автобистро», «Сияние Севера», «Земли Севера», языковая студия Лингва, физико-математический лицей-интернат, Алграф, Довгий и это еще, конечно, не все, многих других. Сейчас мне как раз хотелось бы представить вам поздравления одного из предпринимателей, который обратился к нам в центр. Это Самир Исаев. Он является правообладателем товарного знака «Виктим». Я думаю, что с этим товарным знаком вы тоже встречались, поэтому сейчас нам, наверное, включат видео обращения. Так, к сожалению, по техническим неполадкам, да, мы не можем воспроизвести видео. Видео есть, а звука, к сожалению, нету. Мы попробуем поработать, но пока не получается.
инженеры попробовали кое-какой эксперимент. Сейчас посмотрим. Возможно, и получится прослушать поздравления от нашего предпринимателя. Я включаю. Добрый день, друзья. Кофеин «Кофе в активе» в Сыктывкаре. В этот день празднует десятилетний юбилей Центр поддержки технологий и инноваций. Хотелось бы немножко рассказать мой опыт общения с этой командой. Когда-то я задумался о регистрации товарного знака и начал искать, какая же компания занимается именно этим. Посмотрел в интернете очень много компаний, которые регистрируют товарные знаки, много федеральных компаний. Но подошел как-то ко мне человек знакомый и посоветовал, потому что он регистрировал знак именно через Центр поддержки технологий и инноваций. И я решил обратиться именно к ним и не пожалел об этом. Немножко расскажу, как вообще проходит этот процесс. Вот. Ты предъявляешь знак, который хочешь зарегистрировать, подаешь заявку. Рассмотрение идет порядка полугода, от полугода до, наверное, 8-9 месяцев. И если вдруг есть какое-то несоответствие, то тебе приходит отказ, и ты подаешь новую заявку, и то есть опять ждешь такой период. Поэтому к этому вопросу надо подходить очень ответственно. А именно эта компания, именно Центр поддержки технологий и инноваций, они подошли с полной серьезностью к этому вопросу. Потому что они не просто взяли мой знак, а сначала они его проверили. Они проверили и нашли, что он может не пройти. Есть некоторые повторения с другими знаками, которые уже зарегистрированы. И поэтому мы вместе начали. Получается, я, мой дизайнер и Центр поддержки технологий и инноваций, мы начали вместе работу по подготовке этого знака. И вы знаете, мы разработали новый знак. Он мне больше понравился. Он понравился всей нашей команде. И в итоге мы добились успеха и зарегистрировали товарный знак. В чем я очень благодарен Центру поддержки технологий и инноваций. В этот день я хочу поздравить их команду с десятилетним юбилеем и пожелать процветания, много новых, успешных, а главное интересных проектов. Пусть в труде вас сопровождает вдохновение и стабильность, а вашими спутниками будут везение, удача и просто радость. С праздником! Предпринимателя, да, кому вы помогли. Ну что, наш коллектив сегодня, как сказала Любовь Александровна, состоит из 4 человек. Нас немного, но тем не менее мы готовы к сотрудничеству и заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном партнерстве. И в заключении нашей встречи мне бы хотелось предоставить слово руководителю Центра поддержки технологий и инноваций Национальной библиотеки Республики Коми Любови Александровне. Ну, сегодня мы уже смогли с вами, да, посмотреть, какая структура у нас ЦПТИ выстроилась на сегодняшний день, да, благодаря работе 10 лет, в первую очередь, конечно, 10 лет Национальной библиотеки. Вот. И я хотела бы сказать, что сегодня здесь присутствует Романчук Надежда Ивановна. Она у нас является начальником Управление научно-инновационной деятельности Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина. И я хотела бы отметить, что Сыктывкарский государственный университет давно уже интересуется этим проектом. Мы давно уже хотим их подключить к ЦПТИ, потому что они очень ведут глубокую работу в этом направлении. Сама Надежда Ивановна является экспертом в области интеллектуальной собственности. У нас много есть точки соприкосновения, мы постоянно ведем диалог, совместную работу. Только по формальным признакам они еще не в проекте, я так вижу. Вот. И поэтому я хочу передать слово Надежде Ивановне, да, Романчук. И хочу сказать, что мы в любом случае будем добиваться того, чтобы на базе СГУ образовательное учреждение, ведущий вуз Республики Коми, он, безусловно, должен
создать у себя такой центр, потому что работа в этом направлении у них ведется уже не одно десятилетие, у них тоже есть охранные документы. Поэтому желаем вам вступить в наши ряды в этом году в обязательном порядке, мы будем этому ходатайствовать. Спасибо, Любовь Александровна, коллеги, спасибо вам большое, что дали мне слово. И я хотела бы зачитать адрес от имени нашего ректора Ольги Александровны Сотниковой. К сожалению, она не смогла подойти, но она подключилась, она нас слышит, она нас видит, поэтому мы можем поприветствовать Ольгу Александровну. Уважаемая Екатерина Леонидовна, уважаемая Любовь Александровна, от всей души и от лица коллектива Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Савокина поздравляю вас и коллектив Центра поддержки технологий и инноваций при Национальной библиотеке Республики Коми с юбилеем. Ваш коллектив выполняет важную, востребованную сегодня миссию, ведет консультационную работу, проводит десятки мероприятий, занимается повышением эффективности распространения знаний по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности, пропаганды, популяризации в обществе изобретательской деятельности, что способствует развитию инновационных процессов, а значит развитию науки и технологий. Вот уже 10 лет вы являетесь точкой продвижения увлеченных и заинтересованных жителей Республики Коми. И мы рады быть в этих рядах. От всего сердца желаем вам процветания, неугасаемой энергии, успеха во всем, начинаний, долгих лет творческой работы. Как минимум 10 лет мы еще будем работать совместно. Это вам. Спасибо вам большое. Кроме этого адреса, мы также дали вам вот такую книгу. Мы решили, что это тоже имеет определенное отношение к изобретательской деятельности. Объекты права. И самый главный наш подарок — это, конечно, объект промышленный образец собственного производства. То есть наши студенты создают такие исключительные, замечательные, рукотворные изделия. Ой, спасибо большое. И вот это вам. Спасибо вам большое. Спасибо за доверие, за поддержку, за теплые слова, за то, что вы пришли, за то, что вы участвуете все. И я знаю, что мы все разные, да, все учреждения, которые сейчас у нас в этой системе взаимодействия, они все разные. Но цели у нас одни. Миссия — это то, чтобы наше общество в нашем регионе становилось более грамотное в области патентной информации. Вот, чтобы мы оказывали, вы все тянетесь оказывать эту поддержку заинтересованным людям, изобретателям науки там, и так дальше. Вот, и я верю, что наша уже профессиональная, да, а может где-то уже переходящая на другой уровень дружба, да, она приводит к определенным положительным результатам. Вот, и в целом она создает какую-то некую экосистему, да, интеллектуальной собственности, о чем говорила Татьяна Викторовна нам в своем выступлении, да, которая руководит ВПТБ. Вот, и я желаю всем крепчайшего здоровья, в первую очередь, профессиональных успехов, неиссякаемой энергии, самое главное терпение в первую очередь нашим семьям, потому что все мы тут энтузиасты, мы знаем, как долго и много времени мы проводим на работе, поэтому без поддержки семьи, да, не будет определенных результатов, поэтому терпение им и, конечно же, личного счастья всем нам. Большое спасибо, что пришли, были с нами, и спасибо за всю поддержку, за добрые слова. Спасибо, дорогие друзья, что были на нашем онлайн день рождения. Рады были вас увидеть хотя бы через экран. Вы всегда рядом с нами и тоже нам помогаете, как и мы вам. Поэтому не будем останавливаться на достигнутом, а только вперед. С днем рождения нас и, в принципе, с днем рождения мы вас. Спасибо большое, до новых встреч.